Накал страстей в регби такой, что жарко становится с первых же минут матча. Если летом игроки выходят на турнир налегке, потому что играют на песке, то зимой приходится надевать термобелье. На площадке у спорткомплекса «Олимп» схватки за мяч команды «Энергии» из Татарстана и «Красный город» Измариэл. Снег идет, снег под ногами даже во рту. На то он и снежный регби. С погодой в Казани чемпионату повезло. Казань является одним, так скажем, из основных по популяризации именно пляжного снежного регби. Наша казанская «Энергия» является 5-кратным чемпионом России по пляжному регби и обладателем уже первого Кубка России по регби на снегу, который в этом году, в конце января, как раз-таки прошел в Зеленограде. Татарстан представляют одна мужская и 3 женские команды. За всех сегодня болеют только запасные игроки. Матчи проходят без зрителей в связи с эпидобстановкой. Все желающие могли подключиться к онлайн-трансляции игр. За 2 дня, что будет длиться чемпионат, здесь играют и мужчины, и женщины. Сегодня мужской день. Задача у команды стоит, играть, конечно, в каждом матче на победу. Но игра покажет, как все сложится. А здесь, в этом турнире, у нас играют 16 команд, и нет ни в одной игре нет права на ошибку. Если ты хоть одну игру проигрываешь, ты уже за первое место играть уже не сможешь. Как говорят участники и тренеры чемпионата, снежный регби – это не забава. Здесь также важны мастерство, выносливость и профессионализм игроков. Вид спорта достаточно молодой, поэтому, по словам специалистов, у каждого спортсмена есть возможность попасть в сборную страны. Я живу далеко, в Новосибирской области, и прилетаю конкретно на турниры, чтобы не забывать, как играть в регби. И потом со всех коллективов набираются лучшие игроки, и организуется сборная страны, и мы потом на сбор. Сегодняшний турнир стал просмотровым перед чемпионатом Европы. Он стартует 27 февраля в Москве. Радик Фархулин, Миляуша Хакимова, Анастасия Дуксеева, Игорь Романов, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.